телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Чем ближе саммит, тем больше в мире появляется политологов. 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Расскажем, что известно к этому часу. Сферу, МАКС, школьная форма по ГОСТу и допустимая нагрузка для детей и педагогов. С 1 сентября в сфере образования произойдет целый ряд изменений. Отравление неизвестными грибами или перспектива потеряться в лесу. Напомним об основных правилах безопасности. Водные процедуры отменяются. Городской пляж на 202-м микрорайоне закрыт для купания. Доступной останется прогулочная зона вдоль берега. Танцевальная ретро-встреча для старшего поколения состоялась в самом центре Якутска. Расскажем, как прошла вечеринка Центрального округа. В пятницу 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. И чем ближе этот саммит, тем больше в мире инсинуаций на эту тему. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что даже сам факт переговоров – это уже стратегический успех России. Петр Васильев о том, что известно о переговорах к этому часу. Итак, в вопросе предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа наступила полная ясность. Президенты России и США встретятся уже в пятницу. С одной стороны, Аляска – это территория Соединенных Штатов. С другой – менее 4 километров, разделяющих границы двух стран. Географически мы ближе друг к другу, чем думают многие. Вероятно, и в вопросе украинского урегулирования позиции тоже удалось сблизить. Линия перемены дат, пролегающая здесь, это по сути линия между вчера и завтра. Предельно символично, если перенести на актуальные политические реалии. Главной темой встречи лидеров России и США станет урегулирование конфликта на Украине. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, встреча глав государств пройдет в том числе и в формате тет-а-тет. Для Трампа большая честь принять Путина на американской земле. Президент Америки надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и Украины. Кроме того, не исключена возможность визита американского лидера в Россию. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решения по российско-украинскому конфликту, которые принимаются без участия Киева, цитата, «никогда не сработают». Такая позиция, считают эксперты, обусловлена исключительно тревогой из-за сближения Москвы и Вашингтона. Сближение позиций всегда подразумевает диалог. В этом диалоге могут быть какие-то уступки, как это часто называют, слабые страны. А это Европа, в первую очередь, на сегодняшний день. Значит, туда же и Украина, понятно, входит. И вот эти уступки, для них это больные шаги, они опасные для них. Ну а между тем на Аляске реакция на саммит двух лидеров прямо противоположная. Многие жители считают столицу штата, Анкоридж, идеальным местом для встречи двух соседей. Вот Аляску называют the last frontier, последний рубеж, потому как мы находимся вдалеке от остальных штатов и граничим с Россией и с Канадой. Вот. И в то время, 4 года назад, я это говорила именно с позиции, что Аляска не только последний рубеж. На Аляску еще можно посмотреть как на мост, объединяющий Восток с Западом. Что касается встречи, конечно, это очень знаменательное событие. Люди об этом знают. Люди питают надежды на то, что это будет положительное, хорошее мероприятие, или хотя бы это начнет процесс, позволяющий прийти к миру. Все на это надеются. Одно сейчас известно точно. Уже есть планы на дальнейшие встречи двух лидеров, а это хороший знак. С 1 сентября в российских школах вступят в силу важные изменения: улучшенная система оценивания, единое расписание, цифровизация учебного процесса и адаптация школьной формы. Подробнее о нововведениях в следующем материале. В рамках усиливающейся цифровизации образования Министерство просвещения России совместно с компанией МВК работает над интеграцией платформы «Сферум» в национальных мессенджерах МАКС. Ожидается, что к началу нового учебного года эта интеграция предоставит учащимся, родителям и учителям доступ к ключевым функциям «Сферума» на удобной и привычной платформе. «Сферум» будет запущен в национальный мессенджер также с целью повышения информационной безопасности всего российского информационного пространства, заявил
заявили в Минпросвещения России. Новые требования к школьной форме. Росстандарт предоставил версию ГОСТа, регулирующего требования к школьной форме. Согласно новому стандарту, форма должна быть не только удобной, но и соответствовать эстетическим и гигиеническим нормам. В ГОСТе прописаны требования к материалам, из которых должна быть изготовлена форма, ее фасону, а также к цветовому диапазону и дизайну. В рамках нововведения предполагается обязательное наличие определенных элементов, таких как воротники, манжеты. В одежде не должно быть острых краев и кромок, а сама она должна быть пошита из гипоаллергенного материала. Новый ГОСТ также устанавливает нормы по обеспечению доступности одежды и ее долговечности. Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова рассказала, что в ближайшее время в регионы будут направлены единые расписания вместе с методическими рекомендациями. Решение стало частью государственной программы по модернизации школьного образования и было направлено на улучшение организации учебного процесса в образовательных учреждениях. Предполагается, что во всех школах страны будут действовать стандартные временные рамки для учебных дней, которые школа сможет адаптировать под свои учебные планы каждого уровня образования. Единые расписания призваны упростить жизнь и ученикам, и родителям. Также с 1 сентября на изучение родного языка в 1 классе выделяется 1 час. Минпросвещения объяснил сокращение уроков родной речи. Сокращение числа уроков с 2 до 1 в неделю связано с санитарно-эпидемиологическими требованиями к образовательным организациям. Объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся первых классов в течение дня не должен превышать 4 урока. 1 раз в неделю возможно 5 уроков за счет дополнительного часа физической культуры. Таким образом, недельная нагрузка для первоклассников не должна превышать 20 часов. Допускается 21 час только при условии, что на физическую культуру в учебном плане отведено 3 часа в неделю. Для выполнения требования Санпин необходимо было пожертвовать часом одного из предметов, отметили в ведомстве. Таким образом, было принято решение сократить часы на изучение родного языка и родной литературы. Эти предметы можно по-прежнему изучать на внеурочных занятиях. В новом учебном году у школьников увеличится число уроков истории. Раньше в 5-8 классах на этот предмет в общей сложности на 4 года отводилось 340 часов, по 2 урока в неделю. Теперь общее число часов для изучения истории будет доведено до 476, по 3 раза в неделю. Увеличение произойдет за счет появления в 5-7 классах модуля «История нашего края». С увеличением времени на уроки истории сократится изучение обществознания. Ранее в программе для 6-9 классов на изучение этого предмета всего отводилось 136 часов. С нового учебного года он исчезнет из расписания 6-7 классов, оставшись лишь для учеников 8-11 классов. А с 1 сентября 2026 года обществознание будут изучать только в 9 и 11 классах. Для этого создадут новые единые учебники, работа над которыми продолжается. Ну а школы Якутии готовятся к приему учеников на новый учебный год. Так, свои двери для учеников откроет обновленная республиканская специальная школа-интернат, а также новая школа на 990 мест в микрорайоне ДСК. Об их готовности и о том, что ждет учеников в школах, в подробности в следующем сюжете. Школа номер 40 имени первого президента Якутии Михаила Николаева является одной из самых больших школ в республике. Трехэтажное здание имеет общую площадь в более чем 17 тысяч квадратных метров. В просторных светлых классах установлена современная мебель и оборудование. Помимо этого, школа включает в себя спортивные залы, библиотеку, мастерские, медблок и столовую на 540 мест. В школе будут функционировать 33 класса как на русском, так и на якутском языках. Помимо этого, здесь также будут действовать специализированные классы, которые обучат юных педагогов, медиков, программистов и энергетиков. Мы сейчас проводим еще такую большую работу, как сотрудничество и партнерство с учреждениями. Но первым делом это, конечно, центр Николаев, то есть Николаев-центр, который находится в Хангаласах. Мы являемся базовой школой центра «Воин», центра военно-спортивного патриотического воспитания. В старших классах с 14 лет у нас будут обучаться военному делу. Новая школа уже привлекла внимание многих семей. Так, к этому учебному году уже записалось около 930 детей.
Одной из таких стала семья Петровых, которые внимательно следили за ходом строительства нового учебного здания. Знаем то, что вот именно школа Михаила Ефимовича Николаева будет самым востребованным, самым хорошим, все оснащены, вот эти все то, что нужно для ребенка, там тут все есть. Но сама работаю в ЦРО, поэтому как бы тоже в курсах. Очень хорошая современная школа, мне она очень понравилась. Я думаю, вот это образование тоже хорошее. Новую школу построили в рамках инициированного президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Молодежь и дети». Как отметил заместитель министра образования и науки Республики Степан Степанов, новое учебное здание позволит снизить нагрузку на другие школы. Вообще, в целом, у нас на территории Якутии за весь период реализации национальных проектов построено более 60 объектов. На сегодняшний день также продолжается эта работа. Она будет вестись еще до 30 года. У нас есть конкретные планы до 27 года. В этом году у нас начинается строительство уже 5 объектов. Помимо строительства новых объектов, в рамках нацпроекта обновляют уже существующие. Таким образом, завершается капитальный ремонт и благоустройство в Республиканской коррекционной школе-интернате. Были обновлены полы, покрашены стены и потолки, а также заменена старая мебель и оборудование на новые. Наша школа стала такой светлой, уютной, все новое, все красивое. Благодаря проекту нашего президента Владимира Путина «Молодежь и дети». И очень благодарим всем работникам, кто участвовал в этом капремонте. Огромное спасибо. И надеемся, что наши дети будут дальше учиться еще лучше, родители будут рады и, конечно же, работники. Завершением подготовительных процессов и наступлением первого учебного дня новые обновленные школы столицы будут готовы принять детей в грядущий учебный год, достигнув максимум эффективности и комфорта в обучении. Тимур Калмогоров, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутии продолжает действовать программа бесплатного проезда для детей из многодетных семей. Ученики с 1 по 11 класса могут бесплатно пользоваться автобусами в городах и пригородах с сентября по май. Льгота действует в 17 районах республики, включая Якутск. С 1 сентября этого года в республике начнется внедрение новых транспортных приложений. Карта юного жителя Якутии для школьников от 7 до 13 лет и карта жителей Якутии для старшеклассников от 14 лет. Эти карты будут использовать для оплаты льготного проезда. И именно этой категории детей, которые перешли в 5, 8 и 10 классы, они должны обратиться по месту жительства в ближайшее отделение Алмаз-Эргенбанка и получить, исходя из возраста, либо карта юного жителя, либо карта жителей Якутии. Деньги на карту не нужно пополнять, поскольку эта система учета, скажем так, в том числе количество поездок, вот она используется для того, чтобы понимать, сколько поездок было осуществлено. Льгота осуществляется ежегодно в течение учебного года. Если семья не включена в реестр многодетных семей, необходимо обратиться в единый контактный центр управления социальной защиты для подтверждения статуса. Родители должны заранее подать заявки на получение карт, обратившись в офисы Алмаз-Эргенбанка или воспользовавшись онлайн-заявкой на сайте банка. Оплата проезда в общественном транспорте для школьников, не входящих в льготную категорию, по карте юного жителя будет составлять 38 рублей. Для оформления карты юного жителя Якутии нужно свидетельство о рождении ребенка, паспорт родителя, СНИЛС ребенка, а также фотография. Ребенок входит ли в список многодетных семей, у нас программа определяет автоматически. И по срокам изготовления карты это занимает от 3 до 5 дней. И в частности, если подавали через сайт, то там указывается, в каком офисе хотели бы получить карту. В Якутии обсудили готовность школ к новому учебному году на заседании Республиканской комиссии ПЧС и пожарной безопасности. В ходе проверок, проведенных Министерством образования, совместно с прокуратурой было выявлено около 300 нарушений. На сегодняшний день устранена половина из них. Работа по устранению оставшихся нарушений продолжается.
На сегодня у нас по 47 учреждениям остаются действующие предписания государственного пожарного надзора с действительно контрольными сроками устранения. По 7 образовательным учреждениям длящиеся нарушения идут с 2024 года. Здесь хотел бы конкретизировать, что по 2 таких учебных заведения у нас на территории города Якутска, в Мирнинском районе, по 1 в Намском, Вилюйском и Ленском районах. Нами намечена совместная всероссийская в рамках проведения всероссийского учебной тренировки. Тренировка сотрудников охраны и персонала объектов по действиям в случае в вопросах антитеррористической защищенности. Указанное учение пройдет 25 числа в тех учреждениях образования, которые будут обозначены Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия. В Якутии в самом разгаре сезон сбора ягод и грибов. Тысячи людей устремляются за дарами леса, при этом сталкиваясь с определенными рисками. В частности, опасности могут быть связаны с отравлением грибами или перспективой потеряться в лесу. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно соблюдать основные правила безопасности. В республике в этом году уже было несколько обращений по поводу пропавших грибников. Спасатели и волонтеры всегда принимают участие в поисковых мероприятиях и в очередной раз напоминают гражданам о мерах предосторожности. Одеться, яркую одежду с собой взять, бутылочку воды, шоколадку. Это МЗ, чтобы не трогать, это на всякий случай. Перед тем, как идти в лес, когда уже наметил место, нужно предупредить своих родственников, близких, друзей, соседей, кого-то там, либо в МЧС даже позвонить, сказать, что вот я иду в такой район, примерно до такого-то времени, до вечера. К 8 не приду, начинаете переживать, уже звоните 112. Естественно, телефон должен быть заряжен полностью, когда идешь. И запомните, что всегда можно позвонить 112, независимо от того, знаешь, где ты находишься, где не ходишь. Хотя бы будут люди знать, где ты, что тебе нужна помощь. Прииск Молода – одно из ключевых месторождений в Якутии, где добывают алмазы и с недавних пор золото. Разрабатывается оно компанией «Алмаза Анабара» группы «Алроса». Механизаторы, геологи, бульдозеристы – каждый знает свое дело. Объединяет их не только общая цель, но и родственные узы. Трудовые династии в «Алроса» – крепкий костяк коллектива. Подробности далее. Месторождение прииска Молода тянется на многие километры вдоль одноименной реки в Булунском улусе республики. А работать сюда приезжают вахтовым методом, кто в одиночку, а кто с семьей. Петр Петров – участковый геолог прииска. Он трудится в компании «Алмаза Анабара» группы «Алроса» вот уже более 10 лет, а в промышленной отрасли уже почти 20. Первые годы я еще работал сначала обогатителем. А потом меня перевели геологи, потому что у меня образование геолог. Подрастает у Петра и достойный продолжатель промышленной истории семьи Петровых, сын Аял, студент 4-го курса Горного института СВФУ. Во время каникул Аял предпочитает не лежать без дела, а работать с отцом. В этом году он подрабатывает водителем. Буду работать по специальности в какой-нибудь большой компании. Возможно, и тут. Работа нравится. Отец предложил, сказал, типа, есть место. У меня была на то время категория С. Он сказал, не хочешь? Я подумал, давайте, чего не попробовать. Многие сыновья работников проходят практику, а затем остаются в компании. Так рождаются трудовые династии, для которых работа в промышленности – это не просто заработок, а дело жизни. Я водитель вахты, работников вожу. До этого я еще водителем БелАЗа работал больше 10 лет. И мои дети работают тут, «Алмаза Анабара». Старший сын работает сейчас, уже перевелся в контору. Он до этого работал здесь больше 10 лет механиком. А второй сын горным мастером работал. Сейчас он работает уже техником. Основная работа по алмазодобыче производится на месторождении Далдын. Там развернулся благоустроенный вахтовый поселок и 4 сортировочных комплекса. На одном из них трудятся братья Дмитрий и Евгений Никифоровы. У меня уже 3-й сезон. У меня сменщик брат. Он меня устроил здесь на работу. Он здесь уже давно работает, 15 лет уже как. Он ночью работает, а я днем. Каждый день видимся. Родное плечо и поддержка хорошо укрепляют командный дух. В этом уверен и Дмитрий Дьячковский, который работает в компании почти 15 лет. Семейные отношения работе мешают, нет? Нет, не мешает. Нормально. Наоборот, взаимопонимание, да? Взаимопонимание хорошее. В компании работаю с 2011 года.
В мои обязанности входит обслуживание и ремонт оборудований на сортировочном комплексе. Компания «Алмаз-Анабара» придерживается общей политики «Алроса» по поддержке работников. Здесь активно развиваются различные социальные программы. Особенную поддержку получают молодые специалисты. Одним из таких проектов является путевка в жизнь 2.0, которая помогает получать рабочие специальности без отрыва от производства и даже поступать в вузы. Именно такой подход и слаженная работа крепкого коллектива помогает «Алмазам-Анабара» группы «Алроса» удерживать лидерство в промышленной отрасли. Ведь самые ценные алмазы в «Алроса» – люди. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Булунский район. В Мирнинском районе местные жители объединили усилия, чтобы помочь семье мобилизованного Михаила Демина, служащего в морской пехоте на Курском направлении. Его жена Светлана, воспитывающая 3 детей, обратилась в комитет семей воинов Отечества с просьбой о помощи. Протекала крыша дома. На просьбу о помощи оперативно откликнулись местные власти и волонтеры. Администрация Мирнинского района выделила семье материальную помощь. Мэрия города предоставила стройматериалы, а активисты Совета отцов за 2 дня полностью перекрыли крышу. Теперь семья Деминых защищена от непогоды. Администрация района при поддержке, конечно же, всех волонтерских штабов и в первую очередь народного актива старается откликаться на просьбы семей, которые действительно такие вот срочные, насущные, требующие особого внимания. Поэтому все семьи находят в той или иной степени какую-то поддержку, где-то материальную, где-то моральную, где-то поддерживаем бойцов. В Якутске официально закрыли городской пляж. В этом году купальный сезон продлился с 9 июня по 11 августа. Обо всем в следующем сюжете. Сейчас на пляже ведутся работы по сезонной уборке объектов благоустройства, например, информационных стендов, дополнительных урн и настилов, проложенных по песку. В этом году у нас заметно, причем, возможно, даже в несколько раз больше людей, отдыхающих, в том числе и по самой благоустроенной части нашего пляжа. Пространство стало таким свободным, таким для молодых, для спортсменов, очень много мамочек с детьми, очень много отдыхающих пар, людей, всех возрастов. Благоустройство пляжа и набережной имени Романа Дмитриева прошло в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Пространство организовали так, чтобы в нем было все: детские и спортивные площадки, амфитеатр и прогулочная зона. Здесь стало очень комфортно находиться, комфортно, безопасно и очень так, одно из красивых мест получилось, я думаю, на мой взгляд. Я думаю, многие с нами согласятся. После благоустройства пляж стал по-настоящему востребованным местом для отдыха и активности среди горожан. Каждую неделю здесь проходила насыщенная программа для детей и взрослых. Здесь было все: пенные вечеринки для самых юных посетителей, мастер-классы и спортивные мероприятия, например, чемпионат по пляжному волейболу. Самой важной составляющей пляжного отдыха является безопасность. Отмечается, что этим летом не было ни одного несчастного случая. Несмотря на закрытие пляжа, набережная будет доступна для прогулок и занятий спортом. Анастасия Пуляева, Иван Сорокоумов, Якутск. Танцевальная ретро-встреча для старшего поколения состоялась сегодня в самом центре Якутска. Площадки «Мы приглашаем на свидание всех тех, кто молод сердцем и душой» – это акция, которая проходит по округам. Как прошла вечеринка Центрального округа, узнаем в следующем материале. Зажигательный ретро-вечер сопровождался любимой многим музыкой далеких 70-х, 80-х годов. Задору встретившихся может позавидовать молодежь. Даже неожиданный ветер и дождь не омрачили их настроение. Программа насыщенная. Представили танцевальные номера, традиционное пение, даже на месте решили организовать показ моды. Вот платье кремпленовое, мамина. Но это тоже не такое уж древненькое, но тоже мамина. Плащ мой, ему в следующем году будет 50 лет. Молодая, 50. Платочек тоже мамин.
Ну, в общем, я все... А сумочка-то вообще тоже ретро. Она у меня лет 45. Ну, вот, смотрите. Это же воспоминания. Индийский чай. Ага. Вот это вот самое главное, авоська наша. Всегда мы носили такую авоську и в магазин ходили, даже субботники, даже маевки. По тематике нарядили и питомцев. Это Лемпушка, тоже вот ветеран, тоже вот центрального округа. Вот любит вот такие мероприятия. Вот пришла, нарядилась. Ей 13 лет. Ветеран, вот. Сами шили наряд? Сами. Все участники отмечают, что хотели бы проводить подобные встречи чаще. Хотелось бы, чтобы действительно часто вот так вечера были, да, особенно в выходные дни, как в Москве. Ведь на площадях, на скверах очень много городские, любого возраста танцуют, и нам тоже пора так же. А у меня, например, вот эта косыночка студенческих лет, когда мне было 20 лет, я ее сохранила, да. Вот этот сарафан у меня 30-35 лет было, да, и у меня сейчас 80 лет, в этой форме я нахожусь, представляете? Я в той форме 30-35 лет. А секрет в чем? А секрет, на самом деле, это всесторонняя развитость, это знание, это, во-первых, всегда с людьми и душой, и главное, желать добро людям. Ретро-встречи состоялись в Гагаринском, Губинском, Центральном округах. 14 августа пройдет в Автодорожном округе. В 17 часов у исторического парка «Россия. Моя история». Марферина Алексеева, Миргун Старостин, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.